Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Приветствуем наших зрителей, братьев и сестер. Сегодня мы здесь, в Киеве, 28 октября, собрались с тем, чтобы завтра провести пресс-конференцию по презентации уже зарегистрированной организации «Кавказский союз». И теперь я слово предоставляю или Анзору. Давайте я как младший. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Друзья, то, о чем, собственно, мы говорили все это время, но умалчивали ответы свои на политические вопросы. Почему? Потому что, говоря о деоккупации, мы не имели в виду только наш ичкерийский опыт наших братьев-чеченцев, но мы говорим о Кавказе в целом, поэтому мы будем презентовать проект Кавказского союза, который впоследствии уже завтра начнет отвечать на главные вопросы о том, как нам самостоятельно жить завтра. Поэтому будьте в курсе, следите, завтра мы все презентуем. Ассаламу алейкум warahmatullahi wabarakatuh. Вот здесь мы собрались, Украина, Киев, 27 октября. Завтра, как наши братья сейчас сказали, состоится пресс-конференция. Мы будем говорить о разных темах, чуть-чуть прошлое, о сегодняшних событиях, а также к чему мы стремимся. То есть наши цели кавказских народов. Здесь много наших братьев с Кавказа, вот, и мы будем рады ответить на ваши вопросы, а также выскажем свое мнение. Тут у нас есть список уже докладчиков, вот, спикеров, и у каждого разные темы. Мы будем говорить также о геноциде чеченского народа и других народов Кавказа, а также о геноциде украинского народа, а также о единстве наших народов на Кавказе и о независимости наших народов от такого жестокого врага, как Россия. Вот. Это будет завтра, иншаллах, мы будем говорить об этом. Да, у нас будут гости, представляющие народы всех народов Кавказа, Северного Кавказа имеется в виду, и даже закавказские, то есть имеется в виду Южный Кавказ. И также у нас будут высокие гости с украинской стороны. Ждем, будет интересно. Ждем вас завтра.